Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я сделаю расклад. Он будет общий, ну то есть без вариантов, по просьбе моей подписчицы. Спасибо большое вам, что оставляете свои комментарии, пишете свои ситуации. Мне становится более понятным тогда, почему расклады получаются таким или иным образом. Вот, в общем, расклад будет называться «Что между ним и любовницей». То есть, получается, этот расклад могут посмотреть девушки, женщины, или кто точно знает, что у их партнера есть любовница. Вот. Так. Сейчас я сделаю расклад. В общем, настраиваемся на партнера, представляем в уме любовницу, если знаем, как она выглядит, как ее зовут. Настраиваемся в целом на ситуацию. Так. Давайте вытащим карты. Сигнификатор партнера. И сигнификатор любовницы на данный момент. Так. Ну, сигнификатор на партнера, вот первая карта, ну прям сразу показала то, что человек вышел из отношений и пошел искать недостающий пазл. Что-то ему не хватало, и он пошел искать, в путь ушел. Ну, как бы эта карта тоже может проигрываться как выход из отношений. Так. Товарищ может быть таким эгоистом. Человек, который любит себя и любит, чтобы все вокруг крутились, потому что он считает себя солнцем. То есть он хочет, чтобы вокруг него, вокруг солнца все крутились. Вот. И по карте первого священника можно сказать то, что человек таких каких-то традиционных правил. То есть он, ну, характер у него какие-то есть традиционные устои. Так. Ну, некая властность, может быть, патриархальность какая-то проявляется. То есть он привык, чтобы его слушали как мужчину. Вот. Мужчина главный. Ну и по карте Солнца тоже, в принципе, это проходит. Вот. Так, ну это вот сигнификатор партнера на сегодняшний момент, да, то есть на как бы на данный период. Вот. Так, сигнификатор у нас любовницы. Вообще выходит, она у нас выходит королем мечей, тузом жезлов и рыцарем жезлов. Значит, тут такой момент, то что человек внешне может быть совсем одним, а внутренне может быть совершенно другим. То есть получается, что либо она
внешне строит из себя очень холодную, неприступную женщину, очень такую властную, а внутри у нее кипит огонь, страсти и как бы какие-то вот сексуальные такие вот энергии. Либо наоборот, внешне у нее может быть проигрываться то, что она очень такая яркая, импульсивная и вроде как бы страстная, а внутри может быть холодная, как лед. То есть она может не любить партнера. Вот. Ну, по крайней мере, здесь не выходит у нас и с его стороны, и с ее стороны каких-то таких карт, намекающих именно на любовь. То есть, ну, сейчас мы, конечно, дальше будем раскладывать. Пока с ее стороны я вижу здесь такой очень сексуальный посыл. Ну, и туз жезлов, и рыцарь жезлов. Как бы эти карты я назвала как бы сигнификатором на нее. То есть получается, что какая-то она у нас очень, ну, тоже с мужскими чертами характера на сегодняшний день. Так. В общем, как относится загаданный партнер, загаданный человек к любовнице на сегодняшний день? Так, и сразу выложим, как любовница относится к загаданному человеку. Ну, я бы сказала, что тут тоже не все в порядке. Она силой пытается его удержать. Так. Сейчас. В общем, как он относится к любовнице? Ну, что-то здесь карты показывают то, что либо они поругались, либо, ну, как бы, ну, в общем, партнер чувствует себя сейчас опустошенным, потому что произошел какой-то скандал, кризис или, ну, какое-то глобальное такое что-то произошло по десятке мечей. Десятка — это у нас завершение какого-то цикла, то есть и еще сама масть мечей. Ну, в общем, здесь кризис. Товарищ загаданный у нас находится в опустошении. Скучает, возможно. Но это я как бы задала вопрос на любовницу, конечно. И есть у него какие-то ностальгические моменты. Давайте-ка мы все-таки уточним. Ностальгические моменты у него есть по отношению к кому? К любовнице, если они тут поругались? Или есть к вам? К вам самой. То есть давайте спросим у карт. По кому скучает загаданный партнер? По любовнице или по женщине, которая смотрит гадание? Так, прошу прощения. Так, я отвлеклась. Прошу прощения. В общем, действительно, что-то я подозреваю, что партнер, который здесь у нас выходит, скучает по женщине, которая проигрывается как
жена, либо женщина, с которой он достаточно долго как бы был вместе. Ну, то есть все-таки человек тут ностальгирует по вам, вот по... В общем, не по любовнице, а по вам ностальгирует. Может быть, он считает вас своим идеалом, либо тут проигрывается карта расстояния, что вы на расстоянии по карте звезда. Но опять-таки по семерке мечей видно здесь, что человек любит лукавить, что-то воровать. Ну, воровать имеется в виду ваши эмоции, воровать, как-то некрасиво пытаться себя вести. Ну, в общем, скучать-то скучает, но все равно будет некрасиво себя вести по семерке мечей. То есть это, видимо, у человека такой характер. Так, что касается, значит, вот я уточнила у карт. Значит, он сейчас в каком-то кризисе, в разрыве и в опустошении. Но я задавала вопрос именно по поводу любовницы. Значит, кризис идет вот с ней. И карта ностальгии. Я спросила у карт, скучает ли он по любовнице, или все-таки он скучает, ностальгирует по вам. Все-таки вы выходите здесь. Так, что касается с ее стороны, как она, значит, относится к партнеру. В общем, она находится в ограничениях каких-то. Может, она сейчас не может применять свою силу притяжения и готова его за что-то наказать. Вот. Так вот у меня проигрывается опять-таки. Так, любит ли любовница загаданного человека? Понятно. Так. Опять-таки на вопрос, любит ли, выходит у меня масти, которые связаны больше со страстью и сексуальным влечением. Плюс еще она мыслит его как короля жезлов, а себя как королевы жезлов. И вначале она у нас тоже показала себя мастями вот туз жезлов, рыцарь жезлов. Она такая очень огненная какая-то женщина, вспыльчивая. Может, она вообще огненной стихии, по гороскопу, может быть, как-то тоже или с такими чертами характера. Она воспринимает его своим королем жезлов. Так. Опять-таки не вижу кубков с ее стороны. Не вижу. Так, ладно, прямой вопрос. Любит ли загаданный человек любовницу? Ага. Опять жезлы выходит. Не вижу я здесь таких глобальных чувств. Не вижу. В общем, тоже выходят жезлы. Хочется сказать, что у них просто очень какая-то огненная страсть друг к другу, влечение. Ну, по-любому основано как бы на сексуальном плане. Возможно, они дают друг другу какие-то бешеные эмоции. Тут точно бешеные эмоции, потому что масть жезлов. На прямой вопрос, что он думает по поводу нее, ну, точнее, хотела сказать, любит ли он и ее, выходит карта пятерки жезлов, то есть он не может компромисс с ней найти.
Потом, значит, он находится в двойственности. Скорее всего, все-таки он как-то не может пока вас отпустить, потому что, скорее всего, как-то и по поводу нее строит планы, и по поводу вас. То есть не только по поводу нее он строит планы. Он, видимо, еще все-таки как-то планирует к вам вернуться. И, возможно, что-то даже как-то начать заново по шуту. Так. Понятно. Мгм. Ну, давайте посмотрим, есть ли будущее у этих двух партнеров, у загаданного человека и у любовницы. Есть ли будущее? Так, так вот. Но карты нам намекают на позицию любовников. То есть, если и будущее будет, то есть только в позиции любовников, не как-то не более того. Опять жезлы вышли. Так. Ну и, в общем, они будут в позиции любовников, и, скорее всего, закончится тем, что они как-то отстранятся друг от друга, потому что как бы здесь человек, который обороняется, он уже получил какой-то жесткий опыт, и он понимает, что больше он так делать не будет, и он обороняется здесь от чего-то. То есть я думаю, что вот он побудет с этой любовницей именно в роли таких тайных отношений. Ну, понятно, что тайные отношения уже стали явью. Они давно уже не тайные, но имеется в виду, что здесь проигрывается та карта, что если они и будут вместе, то только как любовники. Вот. И потом, скорее всего, все равно разойдутся. Так. Давайте спросим вопрос, будет ли возвращаться загаданный человек к женщине, которая смотрит это гадание. Да, он хочет приехать к вам с триумфом, с победой. И по восьмерке жезлов это тоже такие скорые новости, быстрые новости, которые могут прийти в ближайшее время. Ну вот выходит карта дьявола. Она говорит о том, что его к вам тянет безумно. Вы с ним как-то зависимы друг от друга. Вот. Карта может также говорить о том, что кто-то из партнеров другим манипулирует. Вот. Также карта может говорить о том, что идет сексуальная привязка друг к другу. И также карта говорит о том, что кармические отношения между вами могут быть, и вы не исполнили какие-то долги, чтобы пойти дальше, чтобы найти, скажем так, новую любовь, новых партнеров, скажем так. Но он планирует, однозначно планирует появиться к вам конкретно, не к любовнице, а именно к вам. Так, будет ли предпринимать любовница по отношению этого партнера что-нибудь еще? Так. Но она слишком как-то рассчитывает на то, что она будет женой. Она не хочет его отпускать по четверке пентаклей.
Еще она выходит у нас королевой мечей. Я думаю, что она не любит его на самом деле, а просто у нее к нему очень жесткая страсть. Вот. Она холодная очень такая женщина. Не дающая настоящих искренних эмоций. Просто страсть. И еще она как бы рассчитывает быть для него женой и не отпускать его. Вот так. Давайте зададим вопрос у карт. А вы как к нему относитесь, к этому партнеру на данный момент? Ну, понятно. Так. Но вы действительно хотите просто как-то получить какую-то информацию по поводу него, но по карте башни сразу говорит о том, что вы готовы рвать и метать, и вообще как бы это полный кризис для вас, как бы эти отношения вам не нужны, вы будете конфликтовать с этим партнером, если он как-то приблизится к вам. Вот, то есть вы вот так к нему относитесь, именно башня старший аркан. Выпали нам. Вы как-то просто хотите узнать какую-то информацию о нем. Действительно, по пажу Пентаклей. Вот. Тут чувств у вас явно не осталось, конечно, к этому партнеру. Ну и давайте спросим совет у карт. Совет карт для вас по поводу всей этой ситуации. Совет карт для вас. Совет карт для вас. Карты советуют разорвать эту нить, связывающую вас, потому что вы уже наполнились этими отношениями до отвала, уже устали нести вот эти 10 жезлов, тоже десятка, как я уже говорила, десятка завершения какого-то процесса. Вы просто устали, и вам хочется присесть, отдохнуть вот по этой карте и обдумать все. Ситуация немножко зависшая по карте повешенной. В общем, ситуация будет так висеть, если вы не сбросите с себя вот этот груз, ну, точнее, если на русский язык перевести, если не сбросите с себя вот этот треугольник. Вот, и по тузу мечей, как бы, карты вам говорят, что у вас есть шанс это разрубить, разорвать. Вот. Как бы не нужно, ну, не нужно как-то зацикливаться на этом. Вот, и еще такую последнюю карту в колоде, она у меня открылась. Карта смерть, карта трансформации. То есть я думаю, что вам надо начать новый период своей жизни без вот этих вот людей, заново возродиться из пепла, вот так скажем. Вот. Так что ну, вот такой вот получился расклад. В общем, на вопрос подписчицы о том, что происходит между любовницей и загаданным человеком, хочу сказать, что с ее стороны тяга есть сильнее к нему, чем у него. Она очень на многое рассчитывает в плане этого мужчины, то есть хочет как-то быть для него женой, хочет его сексуально притягивать к себе, ну и вообще просто ну, прям держит его. И она достаточно скупая. Может быть, скупая на деньги, жадная, да, может быть, скупая в плане того, что она
не хочет его отпускать. То есть это мое, она говорит об этом. Но что-то я у нее каких-то настоящих чувств не вижу. Кубков здесь вообще нету. Вообще нету. Что касается партнера, то он у нас товарищ, который находится в каком-то любовном кризисе и, походу, сам не знает, что он хочет. Он находится в двойственности, то есть он до сих пор как-то выбирает между любовницей и между вами. Вот. В общем, скорее всего, на данный момент они как-то поссорились с любовницей, и он начал снова ностальгировать по поводу вас. Карты так это показывают здесь. Вот. Так что вот такой расклад получился. Спасибо большое за просмотр. Спасибо большое еще раз, что пишете мне комментарии. Мне это очень важно, вот, потому что я начинающий таролог, и я стараюсь, продолжаю учиться, обретать новые знания, вот. И спасибо большое вам за доверие.